У нас сегодня, как выше говорил, 9 тем. Эти 9 тем со стороны ВНС. Далее будет дана возможность, нашей аудитории задавать вопросы. Пока что руки не поднимайте. Минут 40-50 мы дадим оставшееся время вам. Первый вопрос. Хотелось бы узнать, мы знаем, что вы публикуете, а, историю с матерью, да, Мершох Кили. Какая сейчас с ней ситуация? И, на ваш взгляд, вообще в перспективе, что может ожидать людей, чеченцев, оказавшихся вот в путино-кадыровской Чечне сегодняшний день? Как вот сегодня буквально услышал новость, человек, который поехал домой в Чечню из, Великобритании, его тоже, похитили только потому, что этот человек, ну, условно, находился в западных странах. И таких людей мы знаем, что очень много людей, которые похищаются. Как правозащитнику, наверное, этот вопрос: что может ожидаться, вот учитывая сегодняшние реалии, таких людей? Спасибо за вопрос. Заранее хочу сказать, что можно спокойно и свободно обращаться на «ты», без никаких «вы». Мне так будет намного удобнее, легче и комфортнее коммуницировать. Что касается в целом, то есть, вот дела, против матери, к сожалению, там ни к чему хорошему пока ничего не движется, несмотря на все попытки, все методы, которые применяются для ее освобождения, максимально возможные, законом допустимые в этих рамках. Так получилось, что, действия, то есть негативные действия совершались местной властью, кадыровской властью, а своим там молчаливым согласием, это узаконила кремлевская власть. Естественно, корень сам по себе весь там исходит из Кремля, просто потому что, если бы там пришел оттуда соответствующий приказ, то человека бы освободили. И, конечно, всем очевидно и понятно не просто, что нарушены там права и свободы человека. Нет, там еще, нарушается, то есть, человека ставят в опасность, несмотря и вопреки, физическому состоянию здоровья. И это, как мне кажется, в этом деле, Кадыров просто открыто показал, что ему абсолютно безразлично, что там написано в законе, что там, какую конституцию они приняли, что вот у них же есть такая риторика целая, что ради Конституции России там его отец отдал жизнь и защищал это, и вот все вот это вот на этом пути он умер. Но при этом тот путь, на котором он умер, по его логике, да, даже это они никак не защищают, никак ему не соответствуют. Окончательно стало ясно. Да, я понимаю, что, может показаться, что, что до сих пор не было ясно и всё тому подобное, но, до сих пор, по крайней мере, особенно до начала войны в Украине, все, что они делали, они постоянно пытались найти этому оправдание. Постоянно какие-то звучали какие-то оправдательные речи, какие-то извинения со стороны людей, которых они там похитили. И все как-то они пытались уладить, и пытаться, держать ситуацию под контролем и максимально не выносить ссору из избы. А тут, произошла экстраординарная ситуация, и, как я полагаю, что вот после этого все можно сделать окончательное заключение, что права человека в Чечне, они тоже арестованы, они тоже находятся в тюрьме. И как мы наблюдаем просто из объективной стороны, человек, который из-за границы, который является политическим беженцем, а все чеченцы, которые находятся в Европе в статусе беженца — это политические беженцы, которые, уехали от, преследования режима, как минимум официально так это заявляется в всех интервью. А, Они могут вернуться только если они будут сотрудничать с властью. Такие примеры у нас тоже есть, и на сегодняшний день они тоже имеются. Но если ты, хочешь вернуться и при этом сохранять свою независимость, то нет.
За это тебя с тобой в любом случае будут проводить беседы, с тобой в любом случае будут проводить диалоги. И ни одна правозащитная организация не сможет вас спасти. На сегодняшний день нет. На сегодняшний день даже сами правозащитники в России не могут себя защитить. Каждый день мы получаем разного рода сообщения. Новостная лента просто забита тем, что кого-то где-то закрыли только лишь из-за его политического мнения, либо из-за его активизма. И это превращается, в такое явление, что даже то есть у сапожников нет сапог. И как он может, помочь кому-то? Конечно, не может. Вот самое максимальное из того, что мы, обычные люди, можем делать, это вот что? Самое максимальное, чтобы хоть как-то человеку помочь. Что мы можем делать? Если уже все произошло или до? Да, после того, как человека похитили. После того, как человека похитили, только ну, то есть опять у нас остается, если говорить в рамках закона, только лишь придавать этой ситуации, резонанс, сообщать об этом в органы. Но на самом деле я даже сейчас не наблюдаю, что когда кого-то забирают, кого-то похищают, чтобы была систематизированная систематизированное обращение в госорганы, где ты требуешь определить местонахождение этого человека и условия его содержания, и вообще его психологическое и физическое состояние. То есть даже я не вижу это. Тут, например, есть сообщение о том, что человека похитили, забрали из Великобритании, но я вижу сообщение, но, юридической работы я не вижу по этому. Вот, И насчет вот парня, мужчину, который похитили из Великобритании, я не случайно именно его упомянул вдобавок. Этот человек, вот по той информации, которая дошло до меня, является, гражданином Великобритании. И это ни я на к что не ч влияет. вот это я хотел сказать. Абсолютно. Если обращаться в посольство, это вообще никак не влияет? Потому что этот человек имел, насколько я понимаю, 2 гражданства. Не двойное, а именно 2 гражданства. Потому что по закону между Великобританией и Россией невозможно иметь, насколько я знаю, невозможно иметь двойное гражданство, а именно 2 гражданства. И для России он россиянин. Просто вот и все. Ну, то есть ты, конечно, можешь обратиться в посольство в Великобритании, там, попытаться поспрашивать, попросить, обменять его или что то там, как-то там. Но, чеченцы очень и очень сильно и глубоко ошибаются в том, что если они получили гражданство другого государства, но при этом сохраняют свое российское гражданство, то, поехав в Россию, что они не являются, частью России и тем более Чечни, и как-то абстрагированно могут себя вести, знаете, как: "Ну вот я приехал, и меня это не касается, я тут как турист". Не, ни в коем случае, абсолютно. Если у вас чеченская национальность, и вы сохраняете даже если иногда даже если даже не сохраняете, но чаще всего сохраняют, свой российский паспорт, вы находитесь в правовом поле, в том даже в правов не в поле понятий. Не просто в правовом поле, а в поле понятий, именно кадыровских понятий, что ты только лишь из-за своей национальности уже несешь ответственность. Ты уже принимаешь на себя весь этот бэкграунд, по которому ты должен вести себя соответствующе. Но, как мы видим, все-таки чеченцы, которые живут в Европе, и чеченцы, которые живут в Чечне, они немного отличаются. Все-таки это развитие, в том числе ну, не то чтобы традиции, а поведенческой манеры, оно немного разное. Чеченцы, которые живут в Чечне, они ближе и лучше чувствуют происходящее внутри, и лучше понимают, быстрее реагируют, просто потому, что они в этих условиях живут. Ребята, которые приезжают из Европы в Чечню, они как-то немного оторванно себя ведут и у них может что-то появиться такое, то есть во время разговора, во время диалога, что не совсем, дают себе отчет не в негативном смысле, а просто как обстоятельство, что это может стать последствием, негативным последствием. Хорошо. Тогда дальше двигаемся. И А, тогда закончи тогда эту мысль, что, я думал, насчет что ты закончил. правозащитников.
Да не, я просто насчет правозащитников, типа, что можно сделать и так далее, так далее. Конечно, можно обращаться к Все, правозащитникам. извиняюсь, да, Не-не, Абубакар. всё Я равно, думал, это я что быстро, закончил. это 1 минута. Можно, конечно, обращаться и всё тому подобное, но, как показывает практика за последние 1,5 года с момента начала войны, это абсолютно бесполезно. Если у вас что-то произошло. Во-первых, ну, вообще изначально тут уже мы в таких условиях находимся, что необходимо предпринимать действия до того, как это произойдет. Вот до того вот человек решил поехать, он из Великобритании решил поехать в Чечню, да, то есть проконсультируйся вообще, как себя вести, какие правила поведения. Поведения чеченцев в Великобритании и в Чечне, оно на самом деле очень сильно разное. И заранее подготовься, будешь ли ты частью этой, ну, то есть в любом случае будешь частью правовой системы этого места, где ты находишься по территориальному признаку, но все равно ты, определись, ты из-за своей национальности будешь ли ты нести эту ответственность? Будет ли влиять то, что у тебя 2 гражданства или нет? И какие вообще там есть ли возможность воспользоваться помощью, посольства той страны, откуда у тебя второе твое гражданство? А правозащитники — это уже, знаете, особенно российские, да, которые мы сегодня видим, это просто, ну, как выстрел в воздух. И чаще всего на сегодняшний момент, бесполезный. Всё. Все, понял тогда. Второй вопрос, который бы хотели узнать твое мнение. Как ты считаешь, русский либерализм и так называемый и русский нацизм имеют ли общий корень, который может быть обозначен как империализм? Ну, этому уже дано понятие, определение как русизм, но его путают с тем, что русизм кто-то называет русизм просто расширением влияния русского языка и русской традиции, а другие определяют это как раз таки через метод расширения этой русской традиции, русской культуры. И не всегда понятно, что это вообще такое русская традиция, потому что в разные периоды времени русская традиция, она менялась постоянно. И тут, конечно, то есть имперство, оно есть в базе. В базе, русского выражения и русской традиции. В массе своей, как минимум в политическом этом смысле. То есть, да, мы понимаем, да, что есть, этнические русские, ну, вообще этническая национальность и политическая национальность. Как, например, откуда появляются так называемые манкурты. Они могут быть этнически могут, иметь, национальность коренного населения, то есть коренную национальность, но политически, по сути своей, они не являются носителями своей этнической национальности. Такой же прекрасный пример — это тот же Шойгу или тот же Сталин, когда идет какой-нибудь спор о том, что вот мы, вас же депортировал не русский, а грузин. Да, какая разница? Он был грузином этнически, а политически он нес весь бэкграунд и всю идею именно русской традиции, русской культуры на тот момент. И он назвал русских по этническому признаку, народом-победоносцем и никогда не наказывал и не репрессировал русских по национальному признаку, массово. И да, я считаю, что все-таки, не все, конечно, потому что все-таки там, тоже есть люди, которые адекватные и соответствуют этому, понятию как, liberty, ну или либерализм. И, конечно, сегодня слово либерализм, оно тоже как-то имеет нарицательно-негативные эффекты и, эту интерпретацию. Но да, по идее, все это уходит в имперство, когда не страна не может развиваться интенсивно внутри себя, не может развивать ни технологии, ни гуманитарное право, права человека, свободы, не может развивать внутри себя нормально, тот же кинематограф, культуру, развивать свои культуры других национальностей, языки те же. У нас, по идее, все застряло на том, где плюс-минус хоть немного развивали в период 70-х, 80-х годов Советского Союза. Вот. И вместо этого, вместо интенсивного развития, им необходимо видеть хоть какие-нибудь достижения, и они переходят к экстенсивному развитию, когда пытаются внешним, открытым способом нападать на соседние страны, увеличивать территорию, присоединять людей, людской ресурс и, естественно,
там, ископаемые, как, те же угольные шахты. То есть ты когда присоединяешь какие-то города, ты, конечно, их можешь у тебя, база, она же остается, тебе сверху нужно это просто отстроить, а внутренняя база, она вся остается. Люди есть, и эти же люди же занимаются восстановлением этого всего. И на примере Чечни мы видим, что это все можно восстановить на самом деле очень быстро, особенно смотря, какие технологии ты применяешь и как ты это все восстанавливаешь, на какие деньги и сколько ты туда вообще тратишь. А сейчас это можно сделать еще быстрее, лишь бы было желание. Поэтому на это они не смотрят, и у них желание показывать свои достижения не через интенсивное развитие, а через экстенсивное. И в этом является суть, имперства, когда, ну, нет русского имперства, я бы сказал, вот именно русского. Никак нет развития внутри страны. Вместо того, чтобы, м, отстроить либо модернизировать какой-нибудь свой город, они нападают на чужой и его разрушают. А, Я понял. А вот все-таки, как ты считаешь, русский нацизм, его корень лежит вот в империализме, имперской политике, подходе, или отсылка к чему-то другому? Откуда ноги растут? ну, я думаю, тут такой симбиоз. Во-первых, империализм, который остается, он никуда не делся. Россия, никогда так и не завершила, не смогла завершить свою деколонизацию, которая началась в 91 году, в период коллапса Советского Союза. И эта деколонизация, она остановилась на Чечне и на Чечне и Татарстане. А на Татарстане это завершилось плюс-минус мирным образом, а в Чечне просто забомбили. Тупо забомбили процесс деколонизации, и людей, которые требовали этой деколонизации всей страны тоже. Ну, через прецедент. Но плюс сюда еще добавляются идеи, того самого реального нацизма, который был в нацистской Германии. Там, как нам всем известно, Германию, так скажем, от нацизма и фашизма освобождали несколько стран. Там основные — это Британия, Америка и Советский Союз. И если Америка забрала себе немецких ученых, Британия забрала себе, немецкий золотой фонд, ну, там прям ресурсы, да, именно в деньгах, которые были, то Советский Союз забрал, Россия забрала себе именно эти нацистские идеи. И когда я слышу о том, что у русских есть прививка от нацизма, потому что они победили нацизм, да нет, вы являетесь продолжателями этой идеи. И если сегодня где-то и сохраняется эта идея на государственном уровне, именно, можно сказать, даже в некоторых признаках закрепленная в Конституции, особенно после того, что с ней сделали на пеньках в 2020 году в России, то так это только в России и остается. Отличное объяснение. Насколько мне известно, правда, помимо фашистских идей, они все-таки еще немецкие заводы разграбили и немножко, ну, скажем так, недоработанные научные какие-то достижения, труды тоже, насколько мне известно, Да, особенности да, Восточной Германии. мгм. Ну, вообще, как бы Германия почему так долго могла так, сопротивляться и вообще, преуспевала? Сейчас могут меня, конечно, отменить и сказать, что я как-то оправдываю. Нет, я не оправдываю, просто это, исторический факт, что технологический процесс на тот момент, он все таки был за, Германией. И именно они придумывают и ракеты, и реактивные двигатели, и самолеты, ну, то есть эти самые, которые сверхгиперзвуковые. Там это все происходит, и тупо весь этот потенциал себе забирают в людях, именно в людях, в ученых себе забирает себе США. После чего, конечно, и имеет, сильный, апгрейд своего государства, прям очень мощный и резкий. России, да, достаются какие-то заводы, какие-то чертежи, как-то все это потом перетекает, какие-то в новых танках они это все тоже применяют, в новых пулеметах, в новых, моделях своего вооружения, но не совсем так, как оно было, потому что люди-то, которые делали это все равно оставались те же самые, а не те, которые это все придумали. То есть это не были немцы. Вот ответ
объяснение русского фашизма, феномена, ну, скажем так, русского фашизма, мне он, ну, пришлось по душе, честно говоря. И параллельно мне в голову пришел немножко другой вопрос. Вот как ты считаешь, вот мы знаем, видим, что до начала войны в Украине чеченским мигрантам, азулянтам их, как там называют, приходилось тяжелее всего, пожалуй, наверное, в Германии. Ну, много депортов, предвзятого отношения и очень много всего такого. Вот как ты считаешь, это может быть связано вот с как раз-таки, вот, может ли быть там какая-то такая идеологическая взаимосвязанность России и Германии, или же это результат оккупации России восточной части Германии? То есть там агентура осталась, коррумпированность политиков и так далее и тому подобное. Я понимаю, это чуть-чуть другой вопрос, но тем не менее вот такой вопрос у меня шел в голову. Как ты считаешь? Вообще, на самом деле, Европа имела то есть то, что ты говоришь, и ты предложил сразу второй вариант ответа, он соответствует, он является частью, огромного ответа, почему сейчас так получается, что у нас и Германия почему-то, и вот Западная Европа, она остается русофилийной. Она, несмотря даже на войну, не отменяет, Россию. И как-то вообще не смотрит на то, что творит Россия и что Россия творила не просто там какие-то там век или 2 века назад, да буквально вчера. Вчера в историческом смысле это, 20 лет назад. Они вообще на это не смотрят. Для них это все как-то иначе выглядит. И все почему? Просто потому что есть, поляризация мира, где есть там, какие-то гиганты, страны-гиганты. И на сегодняшний день страна-гигант — это, кто как бы не хотел, не говорил, не думал, это всё равно США. И, у этой с и как бы, например, Франция и Германия, они бы спокойно и даже были эти идеи, и Макрон об этом вроде открыто, то ли скрытно, я не знаю, уже не помню, заявлял, что был бы вообще не против объединить, Европу против гегемонии, США. И Россия виделась как основной главный партнер. Но все сломалось на Путине, который просто, для Европы он просто сошел с ума. Грубо говоря, если бы, Путин не напал или если бы Путин действительно завершил свою работу за 3 дня, ну или хотя бы за неделю, все ровно так же, как молчали, когда он забрал Крым, так и продолжали бы молчать. А все эти сегодняшние противники Путина, которые называют себя либеральными оппозиционерами, ровно так же, как они это делали в 2014 году, говорили бы, что Крым наш, мы очень рады, и поздравляли с этим Путина и все русское население. Этим ответом ты мне напомнил нашего другого гостя. Вот мы имеем обыкновение, мы приглашать разных гостей, мы пытаемся принести пользу максимально нашему народу и самим себе. Вот один из гостей, который у нас дважды, если память не изменяет, был экономист. Это удивительное совпадение в ответах. Только через экономическую перспективу точно такую же мысль относительно вот, желаний Франции и Германии он точно так же высказался относительно объединений или поиска союзников против США. Тогда мне это показалось немного странным, но тем не менее, тем больше, скажем так, интеллигенции высказывает ту или иную мысль, разные интеллигенции, тем вероятнее, что это так. Тут еще такая история, что Европа же первые дни, Западная Европа, Восточная сразу же впряглась. Чехия, Словакия, Польша, они прям сразу же отправили Украине, в первые же дни отправляли и гуманитарку, и вооружение моментально. А Западная Европа отсиживалась, ничего не говорила, США тоже. И пока Борис Джонсон не выступил и не сказал, вообще-то нам нужно выступить и поддержать Украину, все молчали. И но это заявление Бориса Джонсона, то есть который был премьер-министром Великобритании, оно стоило ему должности. Все, потому что, я так полагаю, это вообще был, его эксцесс, который он сам сделал. И, ну, то есть он за счет себя решил
завязать, ну, помочь Украине, грубо говоря, чтобы и Запад включился. Ну вот, в общем, в итоге западная часть Европы и, США тоже включились, хотя бы просто потому, что, всё равно США, так или иначе связана с Великобританией, так как Великобритания, и в США она так и воспринимается как прародитель. Согласен абсолютно. Ну, так оно и есть. В принципе, Америка — это дитя Великобритании. Насчет, 2 пункта, м, мне нечего добавить. Если ты все, можем перейти к третьему Да, вопросу. да, давай. Вот, сегодня, не случайно мы опубликовали еще раз, несмотря на то, что ранее публиковали вот таких персонажей, как Латынина, Асланяна. Их очень много, и высказываний их много. Мы не стали как бы все это засорять. Это так называемые, русские либералы, которые уехали из России. А, ну, Латынина, я думаю, что многим чеченцам известны ее грубые высказывания. На всякий случай мы у себя выложили. Также, громкие высказывания вот, того же Асланяна. По-моему, он из команды Ходорковского, я точно не знаю. Вот у меня вопрос в следующем. Как ты считаешь, как можно, это уже вопрос к тебе как юристу, как мы можем, мы, чеченцы, противостоять этим наветам, ну, так называемых, по-моему, как команда Ходорковская это предложила, или Каспаров, я не знаю, хороший русский, да, условно, в кавычках. Я не знаю, что они под этим подразумевают. Вот как можно противостоять вот этим либералам или хорошим русским? Что мы можем со своей стороны делать? Самое главное, что какой вывод из этого следует, что люди, которые, м, осуждают войну в Украине сегодняшней, несмотря на абсолютное сходство этой войны по причинам и последствиям, и жертвам, и по методам ведения этой войны, несмотря на то, что она схожа с, войнами в Чечне, они все еще не отрефлексировали и все еще не признали, что, война в Чечне была преступна. И за эту войну Россия должна нести ответственность. Никто из них это не признал. Это самое первое, что нам необходимо понять. Второе. Когда все еще звучат эти, то есть есть хотя бы те, которые так не говорят на сегодняшний день. Но те, которые говорят, они продолжают вести стигматизацию чеченцев по национальному признаку, то есть демонизировать их, иначе говоря. Дальше продолжать по инерции пропагандистскую риторику в отношении чеченцев, делая их плохими людьми в глазах окружающих. То есть то, что происходило, чем сегодня, кстати говоря, даже российская пропаганда не занимается на сегодняшний день. Ну, то есть когда мы смотрим, мы видим, они этим не занимаются. Они сегодня на самом деле демонизируют украинцев, а чеченцев нет. Чеченцев они наоборот, ну там из-за того, что есть кадыровцы, которые воюют на их стороне, они нам говорят много, хвалебной речи. А, продолжают говорить гадости вот часть из тех, которая уехала и вроде бы говорит, что они оппозиционеры, что им чуждо это все, вот это имперство и всё тому подобное. А они продолжают этим заниматься, продолжают это говорить. И Абубакар, с твоего позволения, я ремарку еще сделал бы. Вот те наветы, которые они наводят, известно, они являются инсинуациями как раз-таки от тех самых путинистов, которых они так яро ненавидят. Вот что интересно, вот да. эта ложь, которая была выдумана, ну, условно скажем, Путиным, которого они так сильно ненавидят, но несмотря на то, что они знают, что Путин является заядлым лжецом, и зная весь его бэкграунд, полностью, но тем не менее они подхватывают вот эти, ФСБшные сбросы в отношении нас. Это вот, на мой взгляд, это интересно. Да, и это несмотря на то, что Путин по ходу своей карьеры менял риторику в отношении чеченцев, и если он начинал с того, что это чеченцы, то потом он превратился в человека, который говорил, что это, ну, это не чеченцы, это международные террористы. А вот эти так и остались.
вот этими путинистами, которые именно начало карьеры Путина. И это объясняется тем, что в начале карьеры Путин был либералом, тем самым русским либералом. Скорее всего, вот в этой части они, собственно, они начальный корень Путина. Вот, поэтому они и остаются этими истинными чистыми путинистами и продолжают вести эту же риторику. И когда мы видим такое, по идее, ну, во-первых, необходимо предупредить, что вообще-то то, что вы говорите, это дискриминация. Это запрещено законом той страны, в которой вы сегодня проживаете. Любая европейская страна, которая подписала конвенцию э, ЕКПЧ, как она называется, ну, в общем, Европейскую конвенцию по правам человека в 14 статье, это все запрещено. Нельзя дискриминировать людей. Нельзя их демонизировать по национальному, религиозному, любому другому признаку. И они это делают. Надо сначала их предупредить, а потом, там ждешь примерно 1 месяц. Если это продолжается или где-то повторяется, то все, тупо подается заявление в соответствии с местным законодательством. И желательно, конечно, чтобы, проводились разного рода, собрания, митинги, ну, может быть. Но у нас, кстати, это не проводится. Я заметил, это уже, конечно, другой вопрос. Это, я полагаю, связано с тем, что силы, они разбросаны, разобраны, и нет, там, единения, поэтому это немного удар получается не кучным и не сконцентрированным. Но так или иначе, методы противодействия этому есть, и они работают на самом деле. Тот же Асланян, он там, я уже не знаю, мне там присылали, что он там что то какие-то оправдательные речи говорил по поводу того, что вообще-то он там типа не в прямом смысле это имел в виду, что это был вот там типа что-то вроде как сарказм, а так да, им необходимо прям просто в морду тыкать то, что они говорят, и, пугать их тем, что если они не справятся, то они вылетят, но так или иначе мы будем на этом настаивать. Ну, то есть пока других способов нет, э, какие-то радикальные методы применять, конечно, будет нехорошо. Это мы в такой ситуации мы будем хуже, чем они. Ну, радикальный метод мы не предлагаем, конечно, и даже не намекаем. Я полностью абсолютно согласен. Это только навредит нам. По поводу митингов я понял. В принципе, я думаю, что это было бы хорошо. Опять же, есть небольшое препятствие, то, что ты упомянул. Я бы туда еще добавил бы, может быть, иногда вопрос организационного характера, иногда может быть, который тоже у нас хромает. У нас есть определенные инфопространстве, так скажем, активисты, ну или лидеры, их энное и ограниченное количество, и они занимаются, каждый из них там какими-то своими делами, ну, включая тебя даже, да, как бы ты публичный человек, вот. Но у меня есть, ну, скажем так, мысли, и в нашей команде они витают уже не первый месяц. Мы пытаемся, а, откровенно говоря, даже в суд подать на этого Асланяна, и из этого вопроса вытекает вот к тебе это пятый пункт или четвертый пункт. Ты, если кто-то проявит инициативу, сможешь ли как юрист помочь с документами или же просто, ну, скажем так, вести э, информационном плане, как правильно, что делать, как делать, Да, ну, конечно, поделиться без проблем. информацией со своей Абсолютно без стороны. проблем. Да, да. Я перед тем, как вообще когда Асаян так выступил, я сначала подготовил сообщение о преступлении ну, тут он, оказывается, живет в Литве, посмотрел их закон, там Он напереводил. живет в Литве, да, Асланян? Да, я посмотрел, как у них работает система, подачи заявлений, куда, особенно таких заявлений, это же, ну, то есть очень близко к экстремизму именно. И посмотрел, есть ли у них в законе статьи соответствующие. Да, все есть, все нашел. Там какая-то 170 чего-то там, я уже забыл. Но, в общем, сначала подготовил основу для сообщения о преступлении, но, там обсуждал с другими ребятами, и они сказали: "А давай сначала хотя бы там предупредим его о том, что такое возможно, что вообще, чтобы они это не продолжали делать. Просто напомним в очередной раз тому же Ходорковскому". Ну, собственно,
в итоге я просто написал письмо в редакцию Ходорковского, и там что-то как-то они его замяли. Ну, имеется в виду сам по себе конфликт. И сейчас мы вообще ничего подобного не слышим. И на данный момент теперь уже, наконец, получилось с ребятами, с которыми я кооперируюсь из Северной Азии, ну, то есть это у нас в России есть Северный Кавказ, Северная Азия, ну и вот это вот центральная часть России. Мы подали вопрос открытый Ходорковскому о том, как он вообще относится к самоопределению народов и республик. И он сказал, что теперь уже наконец высказался новый наш Ходорковский после войны, что вообще не против, если будут референдумы, если будут выборы, и если выберут быть независимыми, то окей, пускай будут независимыми. Это как такая небольшая победа. Но это может быть, конечно, обманом, потому что Конечно, да. мы Я знаем понимаю. историю с либералом Борисом Ельциным, ну, историю 90-х наших, печальную историю. Поэтому я сильно таким людям не верю. Вот, они находят всегда, как увернуться, как обмануть наш способ. Поэтому, но тем не менее, конечно, это хорошо, что такая линия, она обозначена. В любом случае, это не минус, это плюс. Мгм. А, Тогда дальше продолжим. С Асланяном мы поняли. Вопрос мой был, просто я считаю, что, еще раз в завершении скажу, вот как с Олимпиадой, главное не победа, а участие. Тут даже не столько победа в суде важен, сколько сам прецедент, который даст четкий, ясный сигнал остальным, ну, скажем так, империалистам в шкурах либералов, что так нельзя. Да, это как в Пое детстве, когда на тебя бычит какой-нибудь чувак, который там сильнее, выше тебя. Ты сопротивляешься не потому, что ты выиграешь, а просто потому, что ты создаешь прецедент сопротивления. И в следующий раз, когда он будет опять там попытается бычить тебя, то он будет понимать, что в этот раз он может проиграть, что опять он столкнется с сопротивлением, и лучше бы ему не начинать. Собственно, да, это с этим связано тоже. Да, абсолютно верно. Поэтому вот именно эта мысль, поэтому не хочется этот момент оставлять. А, ну, тогда заранее тебе благодарен, что Мы ты отозвался на данную просьбу с документами, с информацией и так далее и тому подобное. Мы, Мгм. иншалла, этот вопрос не оставим. Так, тогда я перехожу к следующему нашему пункту. А, Опять же, ты косвенно это упоминал, вот, но тем не менее, чуть подробнее давай разберем, да, как бы поименно немножко по возможности, если ты не против. Есть ли вообще в целом среди так называемых русских либералов настоящие либералы, ну, скажем так, настоящие демократы, которые готовы придерживаться демократических принципов? Я думаю, все таки есть. Например, тот же Явлинский, он, каким бы ни был старым и как бы чё бы там к нему претензий не было, я просто сужу его по тому, как он выступал и что он делал в период войны в Чечне. Он там был и против первой войны, и против второй войны. И это все несмотря на то, что у него сын побывал в плену, и ему отрубили палец и его вернули. То есть у него прям есть причина, на самом деле, ненавидеть, но он последовательно против и Украины, и он, в целом, на самом деле, действительно соответствует тем же принципам свободы. Есть другой пример, как, более он не такой удобный, как бы хотелось, да, как, например, тот же Явлинский, но тот же Каспаров, который, да, сначала, когда была война в Чечне, он, то есть у него тоже от интервью были какие-то противоречивые высказывания, но в целом он прям супер против войны не выступал. Но на сегодняшний день, мы точно получили, и уже есть это, он прям на Ходорковском лайв это заявлял, что если Чечня, Дагестан, Татарстан и кто-нибудь еще требует независимости, то, пожалуйста, ни в коем случае никого нельзя удерживать. И это соответствует на самом деле и его духу, просто потому что еще в начале 90-х он говорил отдать там Курилы, Саха, то есть не Саха, какая Саха, Сахалин, Японии. И в целом он человек, которого тоже не любят эти новомодные русские либералы. Может быть, еще сюда можно притянуть
Яшина, но тоже спорно, потому что он не понимает, что происходит в Чечне, но почему-то дает свою оценку, но при этом в каких-нибудь русских маршах он не замечен, хотя Навальный является его другом. Но опять же, плюс-минус договорабельный. Такая же, мне кажется, и Любовь Соболь, но я уже как бы постепенно от самых старых к самым новым говорю. Что вот есть и Любовь Соболь, которая на своем канале выпускала ролики и говорила, что взрывы были сделаны не чеченцами, а ФСБшниками. Про Норд-Ост, про Беслан она говорила ровно то, что соответствует как минимум независимой экспертизе, независимому мнению, где не обвиняются полностью вот во всем этом виноваты чеченцы и все чеченцы просто по национальному признаку, а наоборот, что там в Норд-Осте людей убили ФСБшники, в Беслане детей убили, начали убивать, именно убили российские военные, что дома взрывали ФСБшники и так далее, так далее. То есть, в общем, есть точки соприкосновения. Но насчет того, что она признает, вот когда ты у себя опубликовал, я посмотрел, э, это очень, ну, хорошая динамика, но тем не менее быть справедливым и быть империалистом все-таки разница есть. Я лично, может быть, я не слежу за ней так внимательно, не услышал, чтобы она конкретно обозначила бы себя как антиимпериалист. Как-то так. Она, в принципе, себя не обозначает как-то. Там, в общем, есть такая тема, как а, ты можешь оборвать все мосты и все, оттолкнуть человека, и больше с человеком не работать, и не работать над его сознанием, ну, то есть над его мышлением. А есть, когда ты видишь какие-то лучики, да, там из этой головы, которые там просачиваются, и ты можешь через вот эти трещины, через которые выходят эти лучи, просочиться и работать над этим. И полностью, там, очень-очень грубо говоря и условно говоря, освободить это все от, загрязнения. То есть если есть хотя бы такая вот трещина в голове хоть какого-либо даже имперца, да, там, расиста и так далее, если можно над этим работать и это вылечить, то я за то, чтобы это вылечить, чем это все отрубать. Я полностью поддерживаю в целом отношении любой темы, любых обстоятельств. Я сторонник, если это возможно, строить мосты. Это, в принципе, можно сказать, один из множества моих жизненных девизов. Поэтому лично я абсолютно согласен. Тем более, что от России географически нам, в принципе, никуда не деться. Даже если будет отделение, все будет супер. В любом случае, это понятно, что в той или иной мере взаимодействовать придется. И из того, что есть, я так понял, ты обозначил этих людей, ну, скажем, более договороспособными людьми. Насчет Каспарова, кстати, очень внимательно слежу. Каспаров это говорил не только на вот, Ходорковский стрим, он это множество раз повторял, поэтому мне Каспаров, честно, тоже больше, чем остальные нравится в этом плане, так как он свою позицию в этом плане прям несколько раз в разных, совершенно разных интервью это обозначал. Мгм. А, Тогда у нас остается 2 пункта. Ну, я не знаю, сколько ты по времени ответишь, там 5-10 минут. Это уже, ну, если тебе добавить уже нечего по поводу либералов русских, мы закончили это. Ну, как говорится, вернемся к нашим барашкам. Это такое выражение русское. Последние 2 пункта- это, ну, в отношении, чеченцев, чеченской государственности. Тебе добавить нечего, да, по поводу ты закончил, да, по поводу русских либералов? Да, я думаю, в целом там все очевидно, что они даже между собой тоже очень-очень сильно, мощно и воинственно ссорятся, спорят. И так что, нам на самом деле просто нужно это смотреть и иногда корректировать, подкидывая
ну, такие разные факты. Например, как, допустим, Максим Кац в очередной раз прям назвал, что именно чеченский терроризм, именно чеченцы взрывали эти дома. Но даже по официальному следствию ни одного чеченца в этих уголовных делах не было. Я это все смотрел, проверял, изучал очень-очень много раз и несколько раз. Просто ни одного чеченца там нет, но все равно есть эти люди, которые называют себя либералами и продолжают говорить, что это вот именно чеченцы делали. Они даже не говорят, что это ФСБ, они вот говорят, что именно чеченцы. Это прям настолько наглая ложь. И против них, кстати, высказываются тот же Волков, которого там называют империалистом, тот же, как и та же Любовь Соболь и другие тоже. Ну, то есть там идет своя борьба, поэтому пускай занимаются. У нас своя. Согласен, Максим Кац может хоть куда угодно далеко уехать из России, хоть на Марс улететь, но если другие люди являются спорными, так скажем, где-то что-то либералами, демократами, то я бы не стал Максима Кац даже на 5% к ним относить. Да. Наш следующий вопрос – это вот мы знаем в истории прецеденты, когда имелись правительства в эмиграции, то есть с Польшей, с балтийскими странами и так далее. И также мы знаем, вот в прошлом году Украинская Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной. Наряду также, мы знаем, признала и геноцид чеченского народа. Как раз-таки Украинской Раде, насколько я знаю, наше правительство отправляло различные документы. Лично я не ознакомливался с этими документами перед тем, как они признали. Это такая ремарка к моему вопросу. Вот как ты считаешь, с точки зрения юриспруденции, насколько важна для признания нашей независимости мировым сообществом наличие правительства в изгнании? Вот я не знаю, как ты обозначишь степени важности или как-то по-другому объяснишь. Хотелось бы узнать твое мнение относительно этого вопроса. Если подходить к этому вопросу, то, конечно, в любом случае нужно подходить к нему с исторической точки зрения. Например, в тот же период, когда нацистская Германия оккупировала чужие территории, Бельгию, Францию и там Польшу, и много всего остального, все эти страны имели альтернативу в качестве правительства в изгнании в других странах, и чаще всего они были сосредоточены в Лондоне. Такие ситуации были очень часто и очень много раз. Например, та же Польша еще до этого имела правительство в изгнании. И если подходить к этому вопросу и задать там самый, что ни на есть, логичный вопрос из этого, какой следует из обратной логики. Вот есть, это правительство в изгнании Чечни тоже. А, и оно еще на сегодняшний момент, носит спорный характер. Ну, как бы это никому там может нравиться, может не нравиться, но так или иначе сами же чеченцы создают этот, спорный, ну, то есть спорный налет. И это могут быть не просто там какие-то политические оппоненты, но могут быть даже люди из команды, ну, или из этого же правительства, там разными высказываниями. Но это происходит все равно. Это не хорошо, не плохо, это просто факт, это просто есть. Но опять же, если возвращаясь к тому, что, идти от обратного. А что, если бы его не было вообще? Это было бы хорошо или плохо? Мне кажется, все-таки это было бы плохо. Что лучше хоть какое-нибудь иметь, чем вообще не иметь. Потому что если мы будем говорить об этом, а, в, э, в масштабе, будущей истории, там пройдет 100 лет, 200 лет, допустим, не удастся, нам, освободить Чечню. Ну, такое бывает, исторически такое было тоже. Но у историков будет возможность написать о том, что несмотря на вот это вот все, несмотря на то, что всех загнобили, задушили, посадили, выгнали, все равно было это правительство в изгнании. Об этом все равно будут писать. Все равно была какая-то работа, хоть какая-то. Эффективна она, неэффективна она — это уже оценки. И историки тоже будут давать эти оценки.
И прямо сейчас политологи эти оценки тоже дают. Но мне кажется все-таки, ну, именно независимо, если, насколько это возможно, все равно, скорее всего, так или иначе я зависим, потому что э, я в целом разделяю общую идею, которая у всех на самом деле есть. Э, Мне кажется, все-таки лучше иметь хоть какое-нибудь правительство в изгнании. И когда ты это имеешь, это некая точка, некая цель. Вот есть цель, есть идея существования Чечни внутри России, и она происходит через кадыризацию республики. А есть другое видение, которое, про независимость. Но, конечно, сейчас я не хочу это сравнивать между собой, потому что в целом вопрос в этом не стоит. Там есть, конечно, и там, и здесь и минусы, и плюсы. Но если как бы подытаживать, то лучше, чтобы такое правительство, оно было. И было бы еще очень хорошо, если бы, вот это уже моя отдельная боль, если бы люди, которые, ну, все, как минимум все, которые находятся в эмиграции, э, имеют одного общего врага и имеют одну общую идею. Стратегически все говорят об одном и том. У всех примерно одно и то же. Другое дело, какая тактика, какие методы и какой к этому путь прокладывается. Но можно же этот путь прокладывать, не пересекаясь с своим, так назовем, однокоповцем, который вроде бы без friendly fire, без стрельбы по. Даже если он там тебе какой-нибудь враг, ты когда занимаешься каким-то делом, борешься с одним общим врагом, ну зачем тратить свои силы на то, чтобы гасить своего, ну, грубо говоря, соседа? Почему ты не направляешь все эти силы против этого одного общего врага? Зачем? Зачем ты вообще тратишь свое время делать какие-то мемы, записывать целые видео, делать зачем этим заниматься, если можно просто все это сделать в адрес одного конкретного человека? Даже не уже нет, я даже не говорю там про какое-либо там объединение, но можно хотя бы просто, ну, работайте просто по одной точке. Все. Я полностью согласен, в плане того, что лучше хоть какое было бы, это абстрактно вообще относительно любой страны, любого народа. И здесь, хотелось бы добавить вот в форме метафоры. Знаешь, э, будучи в другой стране, не в Чечне и не в России, встречая разных людей из разных стран, и мусульманских, не мусульманских, и общаясь с людьми, я почти не нахожу, чтобы люди полностью были бы довольны своим там правительством. И я к чему это говорю, что в любом случае бывают люди даже относительно развивающейся страны, казалось бы, что по нашим оценкам человек должен быть просто счастлив, с правами, супер, жить безопасно, экономика развивается, финансы нормально, ВВП огромное в этой стране, много социальных пакетов и так далее, но люди как бы проявляют недовольство. Есть люди, которые, а, скажем так, поддерживают, защищают. Я читаю, умею читать на других языках, люблю пользоваться различными интернациональными ресурсами, и залезаю в известные различные газеты и перечитываю иногда комментарии. И всегда бывает 2 лагеря, которые поддерживают, которые критикуют. Это нормальное явление. И здесь хотелось бы добавить вот как, метафоры. Знаешь, вот не то, что историки, давая оценки, вот разные будут давать эти оценки, но даже 3 врача не могут иногда договориться, что выписывать пациенту. Если ты спросишь из разных больниц двух врачей, что он выпишет на одну и ту же болезнь, каждый проложит определенный путь лечения. Они чаще всего с вероятностью 90% будут отличаться друг от друга. Но самое интересное, эти оба врача согласны лечить.
и они оба считают, что этого пациента нужно лечить. И эти оба врача, как правило, чаще имеют этикет и не перебивают то лечение, которое выписано другим врачом. То есть, если человек проходит лечение, как правило, большинство не будут перебивать его лечение. То есть самое главное, что они оба согласны, что этого человека нужно лечить. И эти оба врача не будут мешать друг другу. И здесь я считаю, что вот такая же ситуация должна быть. То есть должна быть некая основа, фундамент. На основе этого фундамента должна быть ясная цель, первичная, одна-две цели. Вот как бы ремарка я хотел добавить к тому, что ты выше говорил. Мгм. И если ты закончил с этим пунктом, может быть, это вытекает из того, что ты говорил, кстати. Последний вопрос. А, я так понял, ты закончил, да? Да-да, да. Окей. Вот ты как-то косвенно, даже не косвенно, а бегло упомянул, что есть тут разные стороны. Ну, фактически, я так понял, что а, чеченцы иногда создают сами прецедент, что а, мешают, да, грубо говоря. Вот откровенно обрисовывая ситуацию, я думаю, будучи чеченцем, ты знаешь приблизительно ситуацию, в которую мы пребываем, вот чеченцы в эмиграции, я имею в виду политическую ситуацию. Как ты считаешь, стоит ли нам вот эти все разногласия отложить до момента деоккупации, независимости, до, скажем, отчета выборов, когда начнутся в независимой, деоккупированной Ичкерии выборы? Конечно, это прям очень-очень, максимально попсовая вещь, которую мы не можем никак соблюсти. Попсовая не в том плане, что это плохая, но это прям базовая, максимально базовая. Закопать топор войны, разногласий и начать кучно работать на одной теме. Просто даже если сравнить, допустим, ну, подарили эту независимость, вернули все политические объекты назад в Чечню. А что там будет дальше? То же самое? Вот, как бы, это будет создавать прецедент созидания, разработки, вот интенсивного развития республики? Мне кажется, нет. Мне кажется, мы, насовершали ошибок после того, как закончилась уже, 1 российско-чеченская война, и вот, была борьба политических сил между собой. Вот такое ощущение, что все еще, эти политические силы, они сохраняются и борются между собой, вместо того, чтобы бороться вот тогда была Россия, против которой надо было бороться, обороняться, готовиться к этому наступлению со стороны Российской Федерации. Тем более, если все говорят на сегодняшний день, что это было известно, что это было понятно. Так мне непонятно, что ж происходило? Почему не было никакой подготовки? Почему вы, между собой ссорились? И у меня такое ощущение, что даже если сегодня нам дадут эту свободу, Кадыров добровольно уйдет там куда-нибудь и говорит: "Нам все хорошо, возвращайтесь назад, живите себе, мне уже без разницы, пока". И уезжает. А возвращаются те же люди, которые дальше будут ссориться между собой. Такая проблема, что в поствоенный период, в постдиктаторский период, все равно необходимо некое единение. И даже если вы спорите, эти споры решаются голосованием. Не может быть такое, что провели голосование, ты как носитель одной из этих идей не согласен с этим голосованием, там, я не знаю, там, ты либо уверен, либо тебе так показалось, но ты все равно настаиваешь в том, что там это голосование было сфальсифицировано и так далее, и так далее. И начинается борьба, и эта борьба выносится на улицы. И все, и начинается прямо вражда. И из-за этого все начинают друг друга убивать. Потом, конечно же, приходит некая третья сила в виде большой империи и тебя захватывает просто потому, что у тебя не было единства. Я так подозреваю, что если бы Жихар Дудаев оставался бы живой на начало, уже, то есть на конец, да, уже на завершение,
Первой Российско-Чеченской войны и вот на дальнейшее, что происходило. Скорее всего, да, была у него оппозиция тоже, но он с ней боролся, и, он как-то мог, либо выступать медиатором, либо как-то решать этот конфликт, как-то решать этот вопрос. И делал это неплохо, кстати говоря. И я подозреваю, что не было бы этих проблем, наверное. Может быть, тоже и было. Но опять же, это вот вопрос нашего воспитания, нашего характера. У нас слишком много пассионариев, которые каждый хочет быть героем. Постоянно. Никто не хочет работать просто на идею, и если эта идея не связывается с его именем. То есть и это в итоге превращается не в то, что ты борешься за независимость, а в то, что ты борешься за звание борца за независимость. Вот в этом основная, как мне кажется, проблема, что необходимо отодвинуть этот эгоцентризм, эту проблему с тем, что хочется, чтобы ты был самым главным борцом идеи независимости, и вместо этого именно бороться за эту идею и при этом не забывать о людях. Чтобы показать, что ты не забываешь о людях, нужно показать программу, план политический. Это на самом деле мы же тоже не видим, тоже непонятно, и люди не хотят вслепую куда-то идти. Кадыров предлагает в этом смысле реальность. Как бы мы там плохо к нему не относились, надо все-таки быть объективным, и он говорит, что вот такие вот условия, все, либо так, либо никак, все, иначе невозможно. У него тоже есть внутри всякие конфликты. Люди между собой там ссорятся, спорят. Там Абубакаров, который раньше был в их команде, но сейчас он, там как его, советник президента по экологии, что ли, Эдельгериев. И Магомед Даудов между собой ссорились, спорили, и в итоге как-то они этот вопрос решили. У них постоянно тоже внутри дворцовые все эти конфликты происходят, но он их решает. И все это объединяется под него одного. Он кого-то затыкает, кого-то покупает, кого-то там хорошим словом, может успокоить. И всё. И он предлагает реальность, настоящий день. Он вот такой. Такая вот политика, вот такое вот видение на сегодняшний день, примерно такое вот, будущее. Ну, хотя я бы не сказал, что там есть видение будущего. Ну вот и вот такой вот антураж на улицах. Нравится вам — вы остаетесь. Не нравится вам — мы заставим вас, чтобы вам это понравилось. Если вы будете нарушать, вот то, что мы приняли, то, что мы решили, что это так должно быть. А с противной стороны, которая, ну, там, назовем это условно оппозиция, да, там же вообще какой-то разброс, просто жесткий, очень жесткий разброс. Люди, которые раньше были вместе, сегодня врозь. Люди, которые 2-3 месяца назад были вместе, сейчас как-то тоже врозь. Люди, которые образовались совершенно недавно и строили какие-то политические амбиции, вообще куда-то скатываются, и это превращается в какую-то, я не знаю, э, перманентное пробивание дна раз за разом. То есть открывается какое-то новое дно, которое пробивается. И это как будто бесконечно. И люди же это тоже видят. Это тоже видят и смотрят. Так, ага, ну тут вообще это я лучше вот это потерплю. Я лучше потерплю этот худой, мир ради прекрасной, красивой войны. И уж тем более я же не могу выбрать вот, такую альтернативу, которая даже, ну, во-первых, ни плана, ни программы не предлагает, а во-вторых, между собой ругается, ссорится и нет никакого единения. Я твой посыл понял, отчасти согласен, но целиком согласиться с аналогией с Кадыровым я не могу, хотя я объясню. То есть отчасти я согласен в том плане, что есть некое прозрачное предложение от Кадырова в виде рабского ошейника, Да, и действительно некоторые люди по-настоящему это устраивает. Есть такая категория да, людей, но я не считаю, что их так много. На самом деле, я считаю, что подавляющее большинство людей находится в этом состоянии вынужденно. И это напоминает вот историю в России с отменой крепостного права, когда многие, назовем вещи своими именами, эти рабы, а, н- не хотели уходить от
хозяина, потому что Да, они другой до сих жизни, пор не хотят. ну, и до сих пор не хотят, да. Ну да, да, это так Трансформированное и рабство, есть. я согласен, что Совершенно верно. да, в России трансформированное рабство, и иногда люди не Извини, я понимают. перебью, но Россия в этом смысле очень уникальное государство в историческом смысле, просто потому что это единственная страна, в которой рабами были свои же люди. В Татаро-Монголии не были монголы и татары рабами. В Римской империи римляне не были рабами. В арабском халифате не были арабы либо мусульмане рабами. Я не знаю, в Скандинавии не были, скандинавы рабами. В Америке не были американцы рабами. В Англии не были, во Франции не было. И только в России рабы были свои же русские. Потому что в России не было, даже когда они завоевывают какую-то чужую землю, да, там, например, даже Кавказ, не были кавказских рабов, там, чеченских рабов не было, татарских рабов, бурятских, там, рабов Саха. Не было. Только русские. Извиняюсь, закашлял. Абсолютно согласен, с добавлением насчет, в этом плане Россия является уникальной. Действительно, даже сегодня мы видим, что в Америке очень много черных. Это как раз таки потомки рабов, которые Великобритания выкачивала из африканских стран. Но возвращаясь к Кадырову, поэтому в этом плане и отчасти я могу согласиться, что есть маленькая доза людей, которые предпочитают такой прозрачный, хоть какой, но рабский ошейник. Но с другой стороны, у нас ситуация немножко другая, при том, что может быть какого-то там идеально расписанного плана, как регламент, может быть, и не предлагают, а даже, с другой стороны, если критически мыслить, его целиком предложить тоже тяжело, потому что какую бы инструкцию ты не расписал бы, это всегда будет зависеть от тех обстоятельств, вот как на шахматной доске, как фигурки будут раскладываться, от этого будет все зависеть. То есть ты не можешь человеку сказать, вот так, так, так ходи, потому что ты не знаешь, как будет другая сторона ходить. Поэтому идеальную инструкцию здесь невозможно расписать. Но тем не менее, хоть какую-то, с такой критикой я согласен, хоть какая-то вот план А, Б и так далее, тому должно быть в идеале. Но мой вопрос на самом деле даже не столько об этом, сколько именно фокус не про то, что есть какая-то инструкция, дорожная карта расписанная, а больше той ситуации, в которой мы пребываем сегодня. Я не хочу сейчас людей разбивать поименно по группам, кто во что верит, во что видит, вот это расписывать, да, каждой группы, там, политическое видение, идеологическое видение и так далее и тому подобное. Потому что я думаю, что ты и сам понимаешь приблизительный расклад, да и слушатели, скорее всего, это знают. Поэтому не будем это все расписывать. Но тем не менее есть очень-очень много там каких-то макро и внутри микрогрупп. И мой вопрос именно сфокусирован на этом. А, я не могу, как бы, вот я понимаю, что человек невозможно заставить, чтобы ему кто-то нравился или кого-то он любил. Вопрос не в этом, чтобы кто-то кем-то восхищался и поддерживал его обоими руками, ногами и так далее. Мой вопрос, стоит ли нам оставить вот внутренние, обостренные, вот скажем так, инфораспри между собой, для того, чтобы объединиться вокруг этой политической, юридической базы для деоккупации и для дальнейшего установления нашей государственности, для того, чтобы в конце концов вернуться в земли обетованные и заложить вот этот камень. И понятное дело, что тогда после этого тоже будут какие-то там разногласия, разные видения и так далее. Это неизбежно, это даже человеческий фактор. Но вопрос именно в этом. Стоит ли нам это все оставить? Друг Обязательно. друга. Это вообще нужно забыть. Вот просто забыть. Хотя бы просто потому, что когда происходит какое-то событие и необходимо реагировать
показыванием там людского ресурса хоть на каких-нибудь митингах, объединение всех сил, объединение всех политических, основных направляющих людей в одной, на одном митинге. Каждый приводит с собой несколько человек, некую группу, да, может, кто-то большую, кто-то меньшую, но все равно вместе это образовывается в большое, прям какую большую массу. И вот хотя бы для этого, что вот, например, есть, люди, которые тоже, из кавказской национальности, а, они между собой грызутся внутри себя. Но когда говорят про какие-нибудь митинги, выйти куда-то, выступить, они вместе, и они показывают свое единство. Мы можем спорить между собой внутри себя, это нормально абсолютно, так вот рождается истина. Но нам нужно хотя бы, для внешнего мира показывать, что мы все равно вместе, то есть за одной идеей. Иначе те, которые смотрят со стороны, думают: так раз они по разную сторону баррикад, значит, у них и идеи разные, а это все изучать никто вообще не хочет. Просто никто не хочет даже париться насчет этого и, никак не анализировать, ничего делать. Просто потому что запутаешься. И просто на это забивают в итоге. Ну, тем более тогда есть смысл, просто наблюдая происходящее, иногда искренне не понимаю, вот как люди целенаправленно выводят вот это все на различных, даже не чеченских ресурсах, там, будто выступая перед камерой, там, перед украинскими или другими, вынося это все на внешнюю публику. И иногда ненароком это кажется, что специально делается, чтобы Смотри, тут знаешь, что в итоге такое играет? мое внутреннее ощущение, я именно свое субъективное говорю, вот именно Да, я мое понял. Ты знаешь, субъективное. как это играет? Просто нужно нам сравнить с тем, как вообще все происходило вот хотя бы последние какие-то там политические баталии у нас, когда были реальные. Когда были выборы президента, Чечни, когда выбирали Аслана Масхадова, ну, то есть между разными людьми выбрали Аслана Масхадова в итоге. И почему выбрали его? Да просто потому, что он вообще не реагировал на вот именно такие грязные выпады с других сторон. Просто если что-то такое происходит, мне тоже много чего говорят, но я же не могу постоянно, то есть сконцентрироваться на каких-то комментариях, к личности, к внешности, вообще к разным вещам и тратить свое время на это. Просто потому, что это в итоге превратится в какой-то внутренний бытовой конфликт. Мы говорим о каких-то вроде бы как государствообразующих, правообразующих вещах, а в итоге скатываемся к бытовухе. Ну, наверное, это как-то неправильно. Если тебе кто-то что-то сказал, затрагивая, ну, там какие-то, переходя на личности, да что ж, ну что тут сделаешь? Ну, бывает такое. Ничего с этим не сделает. И человек это сказал, он показал себя. Ну вот и пускай, так и продолжает в этом же духе. А общественность даст этому оценку. Твоя задача, как мне кажется, ну, твоя, я имею в виду не конкретно твоя, а в целом, кто в целом в теме находится, да просто работай над своей, ты же уже определил цель. Дальше работай над этой целью. А если кто-то тебя пытается перебить, да не обращай внимания, не трать на это время, не трать на это ресурсы. Мне больше тогда добавить нечего. Я смотрю время, уже немножко вылез из рамок. Если из нашей администрации у кого-то есть добавить, задать вопрос, высказаться, тогда давай дадим 5-10 минут, и потом аудитории дадим возможность задавать свои вопросы. Обязательно дадим мысли Ислама тоже. У него, я смотрю, микрофон включен. И Стархо, тогда у тебя, если ну, ты договоришь, что хотел сказать, Э, тогда дадим слово мысли Ислама. да, я хотел бы сперва поприветствовать Абубакара, Машмула Абубакар. Да, Э, Машмур. И я бы хотел сделать небольшую ремарку на это. Да, у нас тут в чате тоже есть вопросы. Если ты, с твоего позволения, мы будем развивать, наверное, вопросы из эфира, из чата. Ты, например, мы будем включать одного, он задал вопрос, и я быстро зачитаю вопрос из чата. И если можно, я задам этот вопрос первым, потому что изначально нужно было задать такой вопрос. Абубакар, вопрос к тебе из чата. Где ты получал юридическое образование и
Я дословно цитирую, где и кем ты работал. Хотелось бы, чтобы ты перечислил свои места работы, свои основные вещи своей деятельности, скажем так. Интересно. Это из чата Э, вопрос. Так, школу, ну, если образование, наверное, прям со школы начинать. Первая моя школа — это просто колледж платный еще в 90 каком это получается, 8 году. Потом это там начал ходить в 7 школу. Началась война, потом 41-ю школу, которая находится, нет, не 48-я школа, которая недалеко от 9-й горбольницы. В итоге окончил 7-ю школу, тоже ту самую, которая на Первомайской. Поступил на юридический факультет Ченского государственного университета, окончил его. Школу окончил на серебряную медаль, университет оканчивал тоже на красном, но в конце получил 4 по госэкзамену, из-за чего я не получил в итоге это самое. Очень расстроен был, но ничего страшного. Работал в адвокатуре сначала, 2 года и 7 месяцев. И потом сразу же, ну, то есть я был помощником, ну, сначала стажером первый год, а потом помощником адвоката. Это все официально, трудовая книжка есть. Я помню, что Магомед Даудов говорил, что я был там помощником судьи, что ли. Нет, я никогда не был помощником судьи. Вот, в коллегии адвокатов больше 2,5 года. И дальше уже комитет против пыток ровно 4 года. Все, Дэвис, тогда небольшая просьба слушателям эфира. Поднимайте руки, если у вас есть вопросы, а я потом буду зачитывать по порядку очереди вопросы. Истарко, давай сделаем так. Я Ну сейчас да, тогда да, дам. включим Ислама Белакиева сейчас, да. Я понял. Сейчас включим Ислама Белакиева. Ты можешь зачитывать вопросы из чата, а я буду давать микрофон тем, кто руку поднимает, чтобы не запутывать одно с другим. Да, я это предлагал все тогда. Все, мечту. Ислам, марш вогил, авистала микрофон, халехтион. Ассаламу алейкум рахматуллах. Сюдикайол Мосейре. Валейкум ассалам. Я послушал разговор, мне он очень понравился. Слишком много что есть прокомментировать, очень много, начиная с русских либералов, заканчивая распрями, которые между нами сегодня происходят. Хотелось бы, может, я выскажусь по поводу последнего, да, эти распри, они у нас есть, к сожалению. Преодолеть их, я думаю, сложно будет ввиду где-то личного, очень часто выдаваемого за идеологическое. И чтобы это преодолеть, я думаю, людям просто придется отказаться от каких-то своих принципов, не даже принципов, а от каких-то личных обид, я бы даже сказал. Так будет правильнее. А это сложнее всего. Это очень сложно. И что касается объединение, конечно же, было бы хорошо, но учитывая все эти моменты, вряд ли оно сегодня возможно. Но мы можем друг другу не мешать, мы можем работать. Сегодня кто-то говорит, там, является блогером, да, я являюсь блогером, пожалуйста, пусть говорит. Кто-то другой является блогером, пожалуйста, говори. Не упоминай тех или других в негативном контексте, которые стоят по одну сторону с тобой баррикад. Кто-то является, там, открыл себе политическое движение, там, партию, там еще что-то. Пожалуйста, говори, делай то, что ты можешь делать. Другим не мешай. Кто-то говорит, что он является, там, не знаю, каким-то там юристом, не юристом, правозащитником. Кто-то претендует на власть, говорит, и что он в этом хорош, что он имеет на это полное право. Пожалуйста, давайте друг другу помогать. Я не говорю, что я идеален в этом, я не говорю, что я прям являюсь каким-то эталоном для копирования, но все-таки я стараюсь дать площадку, так сказать, для высказывания именно моментов, которые касаются общей деоккупации. Это я даю площадку, могу дать площадку и Закаеву, могу там репостнуть и Джамбулата Сулейманова, могу репостнуть там
Тумсу Абдурахманова и остальных, там, в том числе и Янгулбаева, Абу Бакра и так далее. Я считаю, что если бы мы вот так вот подходили бы, было бы намного лучше. И когда я слышу, что некоторые наши люди позволяют себе, сидя в эфирах, в интервью другим, так сказать, представителям других государств, вот так правильно будет, говорить о наших разногласиях в негативном контексте, обвиняя того там в предательстве, в каком-то там в каких-то там других смертных грехах, я считаю это неправильным. Это только дискредитирует нас и выставляет нас несерьезными. Если нас мир будет воспринимать несерьезными, то с нами не будут вести дела. Эти люди, они несерьезны. То есть до сих пор их Россия контролировала, пусть их Россия дальше будет контролировать. Вот так будет примерно мнение мира. Поэтому мы себе не можем такого позволить. И как-то так. Здесь много чего я хотел бы сказать, но всего не упомнишь, всего не выскажешь. Как-то коротко скажу. Баракаллах. Дересу алейкум ассалам рахматуллах ислам. Мистер Хо, тогда ты зачитай один вопрос из чата, потом следующим я дам кому-нибудь микрофон. Все, тогда следующий вопрос, Абу-Бакр, к тебе задан как правозащитнику уже, учитывая твой опыт. Абу-Бакр, прокомментируй, что будет, я зачитываю, цитирую, что будет с человеком, который находится в Интерполе по запросу России по сфабрикованному в отношении него России делу о терроризме и финансировании терроризма, если его депортируют в Россию из Европы, учитывая, что их семья преследуется в России уже более 20 лет за поддержку независимости Чеченской Республики, они с 2000-х годов находятся в Европе. В отношении некоторых членов семьи были пытки и так далее на территории Чеченской Республики. Польский суд и иммиграционные службы Польши отказываются в защите этого человека и хотят его депортировать. И он просит прокомментировать тебя, если есть, дать ему какой-то совет практически, куда ему обратиться, что делать. Или что? Так, зависит от того, кто этот человек. Если это какая-то медийная личность, то первое, что попытается сделать местная власть, это использовать его медийный потенциал в своих целях. Там, как они уже привыкли делать, это новая методичка из Кремля у них поступила, что они теперь не просто как-то гасят своих оппонентов и оппозиционеров, а сначала используют их. Второе, если это человек не медийный, а обычный, простой, зависит, и если это статья про терроризм, конечно, то есть если он будет сопротивляться, то есть его вернули, и он будет сопротивляться, не подписывать, что-то делать и тому подобное, то его, конечно же, будут пытать, и пытать очень долго, мучительно, разными способами абсолютно. На это у них хватает фантазии. Кстати, у российских ФСБшных оперативников намного больше и шире фантазия, чем у чеченских, у кадыровских. Они у них учатся, кстати говоря. Именно кадыровцы учатся у ФСБшных больше. И в итоге человека посадят, если он, конечно, выживет. Если он не будет сопротивляться, то, возможно, его не будут пытать, а, возможно, попытают просто, как они сами это называют, в качестве профилактики, и, тоже все равно в итоге посадят. Потому что они как-то давать свободу этому человеку, чтобы он пользовался правами, свободами внутри страны, которая определила этого человека как изгоя общества, то есть никакую свободу этому давать не будет. Что с этим делать? Тоже очень сложно, потому что страна вообще находится в состоянии войны, и, скорее всего, сейчас этих людей будут, возможно, отправлять, прям вынуждать отправиться на фронт, в Украину, воевать на стороне России против Украины. И если этот человек находится сейчас, на данный момент, в зоне Шенген, и у него есть возможность передвигаться, конечно, до самого конца Италова бороться, обжаловать, и работать над этим кейсом своим, чтобы лишь убрали его из Интерпола. Либо, если это в итоге стало невозможным,
действовать на опережение и переезжать в какую-нибудь другую безвизовую страну. Тут просто пока на данный момент других методов нет. Вот если я немного добавлю именно про Интерпол, у тебя есть опыт именно обращения в Интерпол по подобным кейсам, что нужно, как обращаться, чтобы оттуда человека убрали? Если у тебя есть подобный опыт, коротко, если ты озвучишь. Я сразу скажу, что я никогда не обращался в Интерпол. Я взаимодействовал с Интерполом там через адвоката, когда был, например, в Чечне, либо через правозащитную организацию, когда мы подавали некие запросы разные, чтобы человека убрали оттуда. Ну да, там есть некий пакет документов, и в зависимости от того, что это за история, что с этим человеком происходит, в зависимости от этого и нужно ориентироваться по приложениям, то есть по документам, которые прикладываются к заявлению о том, что человека исключили из базы Интерпола. Потому что, в том числе указывая ту причину, как Россия спекулирует, и манипулирует базой Интерпола для того, чтобы бороться не реально с террористами, а просто с политически неугодными диссидентами. Доктор Уотсон поднимал руку. Можете спрашивать. United liç kudaytin hattır зачитать дивдаря. Сюрдикал Масери. Масера, я, зачитаю сейчас, дадим микрофон. Доктор Уотсон поднимали руку, я вам микрофон включил, вы можете задать свой вопрос. United, за последнее время 3-5 лет включительно инфополе вокруг внутри Чечни для внешнего мира держалось на спине 3 китов – Ада, Тумсо, Халитов. Как ты считаешь, после дискредитации в связи с последними событиями, стоит ли доверять им, то есть этим людям? Нужно ли ставить под сомнение всю информацию в прошлом и в настоящем от них в качестве достоверной, с учетом, что информация, если сказать простыми словами, сочинялась на коленках на то, что указывают всплывшие факты фальсификации новостей ими? Вот такой вопрос поступил. Первая часть вопроса, мне кажется, немного спорная, когда вот последние 5 лет, или 3-4 года, что вот вся инфобаза из Чечни держалась на этих 3 китах. Мне кажется, всё-таки это очень спорно. Не учитываются люди, которые на самом деле работали внутри Чечни, прямо на месте, на земле. И Скорее всего, человек сам находился на этих 3 китах, я так Да. предполагаю. Я сам в каком-то смысле находился, имеется в виду, был тем человеком, который работал прям в Чечне и раздавал всю информацию прям с полей в разные органы и в разные голоса, чтобы максимально это все доносилось. Сейчас, конечно, ввиду вновь открывшихся обстоятельств и новых обстоятельств доверие, то есть его почти нет совсем уже. То есть я, например, если спрашивать у меня моё личное отношение, то я уже не доверяю. То есть тут не дополнить, не убрать, если лично мое мнение. Есть репутация, по идее, у нашего фронта. Это единственное, что у нас есть. Мы не базируемся на материальном, мы базируемся на идейном. А репутация – это часть твоей идеи, и, насколько это возможно, ее нужно как-то соблюдать. В плане репутация именно твоей информации, достоверности твоей информации. А после таких историй у людей, не берут интервью, их меньше, их голос учитывается, этим людям меньше верят. Даже если человек что-то будет говорить, сразу скажут: «Да ты у нас уже обманывал, да, с чего нам верить сейчас?» Конечно, у них будет сохраняться достоверная информация тоже, некоторая часть, да, но всегда надо будет гадать, а правда это или неправда, а может быть, это опять какая-то манипуляция, а может, это опять какое-то вранье, что же это такое? И вместо того, чтобы
То есть не хочется иметь эту дополнительную головную боль, просто хочется чистую информацию получать из Чечни. И плюс насколько я знаю, и это не опровергается самими участниками, любое похищение, это не похищение, извиняюсь, задержание, любое задержание считается в качестве похищения как нарушение прав человека только потому, что это противоречит, в принципе, шариатским нормам. Просто потому, что по умолчанию, по дефолту там нет шариата, и любое действие местных сотрудников, даже если они на самом деле там останавливают какого-нибудь, я не знаю, барыгу, который продает наркотики, либо человек, который совершает реальное преступление. Даже задержание этого человека то есть, по их идеологии выдается в качестве похищения и нарушения прав человека. Даже если это задержание действительно, то есть с учетом всех «но», было в рамках закона. Другое дело, нужно, конечно, тщательно изучать вопросы о том, насколько это было в рамках закона, но учитывая методы, учитывая последние события, у меня нет доверия. Понял ответ. Так как я зачитывал вопрос, тогда дадим микрофон. Лиана Д. поднимала руку, ваш микрофон включен, вы можете спрашивать. Так, Лиана Д. она, кажется, вышла. Аслодар Хаттер. Да, если честно, тогда задавай. Она зашла, кажется, опять. Лиана Д. тогда еще раз подними руку. Не видно. Ислам, Ее ты задавай выкинуло, пока тогда я Да, я слово. задам. Абу Бакру я задам. Касаемо русских либералов, ты это упомянул, да, и вообще это было слышно о том, что тот же Ходорковский сказал, что если все-таки регионы будут отсоединяться, то они могут это сделать, что он, в принципе, не против, хотя ранее говорил совершенно обратно, что он там чуть ли не готов воевать там и тому подобное. И многие мне тоже говорят, что вот это, понимаешь ли, это в лучшую сторону изменения, это уже хорошо, с ними можно разговаривать, как здесь упоминалось, уже какие-то мосты там и так далее, и третье, десятое. Не считаешь ли ты, что это просто всего-навсего вынужденная риторика, вынужденная из-за войны, когда любая имперская имперская повестка, она осуждается всем этим миром. И чтобы в глазах мира не выглядеть имперцами, не выглядеть постпутинцами, они просто говорят: да, мы, в принципе, не против. Да, тот же Навальный, который говорил, что Крым не бутерброд, все они уже потихоньку начали петь по-другому, но в словах самого Ходорковского кроется его суть его подхода. Он говорит, что должны быть референдумы, и референдумы должны определять, выходят ли эти народы из состава России или нет, а не отдельные элиты, он говорит. От того, что отдельные элиты не хотят себе выйти, этого нельзя позволять. Только референдумы. Но проблема в том, что мы являемся оккупированными территориями. Почему мы, находясь в оккупации, должны проводить какие-то референдумы? Это как Навальный, когда его осудили за бутерброд крымский, он сказал, нужно проводить референдум о выходе, подчеркиваю, о выходе Крыма из состава России и переход его в состав Украины. Какой референдум о выходе, если эта территория оккупирована? И о каком референдуме может быть речь, если наши территории также являются оккупированными? Не является ли это, вот тебе как юрист я задаю вопрос, не является ли это такая юридическая уловка, попытка обмануть и
втянуть нас в эти референдумы, чтобы после сказать, видите, народ не хочет. Все. Конечно, является, может быть, но тут тоже есть, сразу необходимо таким разговором выступать с частью того, что в Чечне не должны быть какие-то референдумы сейчас. В Чечне просто надо признать независимость Чечни, которую уже объявили, уже объявлялось, уже были эти референдумы, уже были эти голосования. Нужно им просто признать референдум, который провела Россия в 2003 году, незаконным, и признать независимость Чечни. Все. Часть Чечни вот это. Даже не обсуждается. Это когда он размышляет насчет других территорий, там, других, регионов, где не было этого референдума. Вот там окей, пожалуйста. И в целом любая федерация, она в первую очередь строится через самоопределение народов, которого в России не было никогда за всю историю, существования этой страны. Ну, помимо там 91 года, когда отваливались страны Балтии, Казахстан, Грузия, Армения и остальные. И насчет Ходорковского, да, конечно, он спокойно может использовать риторику того, что, ему сейчас это выгоднее говорить так. Тем более даже когда Навальный хотя бы говорил, что это не бутерброд, мы не можем. Ну, то есть он же имел в виду не просто, что это там бутерброд, он имел в виду, что мы не можем его раскидывать туда-сюда. То есть если прям вдаваться в идею его ответа. А Ходорковский, когда ему такой же вопрос задавали, он в принципе уходил от ответа и ссылался на референдумы, что должен быть честный референдум. Он не говорил: "Надо вернуть". Ни в коем случае не обсуждается, как он сейчас это говорит. Он сейчас говорит категорично. Он сейчас говорит радикально, что надо отдать. А тогда все это время, все, как они говорят, 8 лет бомбили Бомбас, да, вот 8 лет, не было этой риторики. Она вот только появилась. До сих пор это было, что, ну, знаете, вопрос сложный, тяжелый, спасибо за вопрос, не знаю, что сказать, народ должен решить, должны проводить референдум. Да какой референдум? Вы захватили чужую территорию. Никакого референдума тут не может быть. В части России в первую очередь необходимо провести правильную, надо правильно рассказать вообще историю, как такие территории, каким образом они появились, донести это до населения. Не говорить, что дружба народов, мы все всегда были вместе, история нас объединяет постоянно и вот так далее, так далее. А рассказать, а каким образом мы взаимодействовали в истории, где у нас было хорошее взаимодействие. Если мы будем говорить про взаимодействие там, Чечни и России, когда я вообще слышу, что Чечня и Россия исторически всегда взаимодействовали, так вы скажите, как они взаимодействовали? Вы вот это не говорите. Вот как даже когда вы достаете это сакральную Вторую мировую войну, да даже там вы полностью профокапились максимально. Просто максимально. Взяли, ликвидировали целый субъект, выгнали людей просто на пустошь холодную, и все. И в смысле? Как вы даже вот то, что для вас святое, вот в этом святом, в этой бочке меда у вас просто, я знаю, литр, дегтя. Так что, естественно, это все сильно взаимосвязано, и государственная пропаганда, э, либерально-оппозиционная — это тоже пропаганда, а не независимые СМИ. Они просто пропагандируют свое. Российские СМИ, именно кремлевские российские СМИ говорят о том, что, в России русские поддерживают войну, все их поддерживают, все в одном синхронном, взаимодействии находятся, российские оппозиционные либеральные СМИ пропагандируют, наоборот, для Европы, для своих доноров о том, что на самом деле русские не поддерживают. Это все вранье. Но на самом деле мы имеем статистику, мы видим независимые опросы и что там вообще происходит. United. United, хошь United? Да, слышу. United. У меня два вопроса, которые письменно пришли, и одна просьба включить микрофон. Еще халати бокш. Ник Со. Вот Со, она поднимает руку. Ты мог бы включить? Все. Или как там? Да, включен, микрофон включен. Ты сначала будешь зачитывать свои вопросы, правильно? Да. Здесь пролетается, а что не сутки. Ну давай тогда. Сон, Ники Истхол Мегардон, микрофон, халетти он.
Окей, все правильно. Мы с исламом очень долго и много обсуждали этот вопрос. Это, да, тоже был интересный эфир. Я советую опять его послушать. Мы просто максимально подробно это изучали и обсуждали. И если отвечать максимально коротко, то, ну, в первую очередь, пока он вообще был судьей, сначала он вообще был судьей мирового суда, ну, вообще изначально просто быстро проведу экскурс. Он сначала вообще был следователем Следственного комитета при прокуратуре Чеченской Республики Ичкерия. И из своего бизнеса вкладывался в эту структуру. В том числе, грубо говоря, да, там кормил тех же следователей, которые работали на Чеченскую Республику Ичкерия. И сегодня у нас есть возможность хотя бы говорить, хотя бы ради этого, что даже там, если говорит кто-то про преследование русских, геноциды и все тому подобное, что это было, щемили людей вне зависимости от национальности, и защищали людей вне зависимости от национальности. То есть потом происходит война, мы это тоже с исламом обсуждали. Тут нет такого, что кто-то кого-то защищает, и кому-то что-то нравится или не нравится, это хорошо или плохо. Просто я описываю, что было. Происходит война, и все, определяются некие кондиции, что вот есть такие только условия, и других больше нет, и поддержки нет, и ничего нет, и ты остаешься в этой стране. Что ты дальше будешь делать, ну, как человек? Я полагаю, что отец выбирал, то есть, свою жизнь, и он делал свой выбор, и он скорее выбрал семью и будущее своих детей, я так полагаю, дать им образование и дать им то воспитание, и дать им то мышление, которое он бы хотел. И я вроде бы полагаю, что, дал он то самое, которое, я не знаю, может быть, он не мог, либо, ну, то есть это уже такие личные вопросы, это уже вопросы, которые скорее обсуждаются психологом. Но то, что мы в целом с объективной стороны видим, вроде бы ни один из его детей, то есть все прям воинственно против и так далее, так далее. А если говорить про то, что вот он был судьей, и я параллельно правозащитником, нет, это было не так. Он именно судьей стал мирового суда в 2008 году, и судьей Верховного суда, именно апелляционной инстанции, где приговоры не выносятся, но, да, выносится постановление и определение, и это тоже является частью. Он стал в 2012 году. И уже в 2015 году все, ну, там происходит огромный целый конфликт, целая драка в резиденции у Кадырова с Кадыровым и всей этой, бандой, и все, его там нет. А я окончил университет в 2014 году. И да, мы обсуждали всякие разные вопросы. Из всех тех, решений, которые были, спорными, ну, которые были при нем и обсуждались, это дело Кутаева, где он не был судьей, который прям принимал решения, я просто там коллегия из 3 была. Ну, в любом случае, он тоже подписывает это решение, конечно же. И это мы тоже уже обсуждали с исламом, это я тоже проговаривал. И отец лично с Кутаевым, говорил об этом, и вроде как они исчерпали этот конфликт, насколько мне известно, после разговоров. Вот. Я, как только оканчиваю университет, я не иду там в какие-то работать в госорганы или что-то тому подобное. Я наоборот, не хочу идти, туда. Ну, то есть я иду работать сначала в адвокатскую коллегию, потом уже в правозащиту. И, ну, как-то так. Первое такое совещание в целом у Кадырова было, по-моему, в 16 году, когда он менял действующего, как-то его звали, я уже забыл, но на настоящего поменял председателя, сейчас Гордалоя, вот на него поменял, он как раз, односельчанин Даутова. Вот, и прямо там Кадыров объявлял, что ему не важно, он вообще сравнил, судей и террористов и сказал, что ему вообще нет разницы. Он не просто говорил террористы, он еще говорил, что ему нет разницы, Басаев, Хаттаб или судьи нарушают права его народа, и вот поэтому поменял всю систему и сказал, что теперь уже все, вы будете под моим подчинением. До этого были дела, которые были заказными, как, например, тот же Кутаев, конечно же. Но в целом это все подчинялось, федеральному центру.
определиться. Ну, то есть, если есть претензия, я же понимаю, что несмотря на то, что это, грубо говоря, да, прям очень грубо говоря, не мой грех, но все равно мне в соответствии, я не знаю, там, может быть, с адатами, может быть, шариатом, меня это касается, как, например, касается любое, что делает мой средний брат, все равно, то есть есть такое, что, ну вот, он тоже должен быть, он тоже должен отвечать. Я это понимаю, и пытаюсь как-то держать, ну, не то чтобы оборону, но не отрываться от этой реальности. Сам себе напоминаю и людей прошу напоминать. Я ничего плохого в этом не вижу. Наоборот, это является неким дополнительным стимулом, что я должен сделать еще, что я должен прыгнуть еще выше. Такое было у многих людей и до меня, и, по-моему, такое бывает в целом. И А, когда он именно перестал работать, мне было уже 22, по-моему, да. Я начал, в адвокатуре, вот начал, и все, вот сразу же, то есть происходит этот конфликт с Кадыровым, и вот вся эта история. Он уже не работает с 15 года. И с 15 года очень много чего произошло. Я не знаю, если нужно еще супер, еще дополнительно какое-то наказание, ну окей, хорошо. Я надеюсь, выдержим. Бяхму Билыш, вопрос можно сейчас задать, который мне прислали? Шамиль, если ты Да, позволишь, я задавай. чуть-чуть пару слов скажу в дополнение к этому, каких разговоров. Да, вистхола. Вашему. Я хотел бы сказать, что вот здесь Абу-Бакар не должен вообще отвечать. И никто, ни я, ни Абу-Бакар, ни кто-либо другой не должен отвечать за то, что делают наши родственники, хорошее или плохое. Это основа, это железная основа, которой мы должны придерживаться. Если же мы не будем этого придерживаться, тогда у нас будет тотальная несправедливость. Это раз. Вообще, Абу-Бакар, я вот этой нашей сестре хотел бы сказать, человек адекватный, я его считаю лично адекватным, и многим, как и мне лично, он довольно-таки симпатичен, поэтому как человеку к нему вообще никаких претензий нет. Абу-Бакар, я думаю, сестра не совсем задала нужный вопрос, и я думаю, многие вот именно этот вопрос они пытаются задать и хотели бы услышать ответ. У нас, в принципе, был разговор на эту тему, но он вновь и вновь появляется. Сама работа с судьей, я сейчас даже не говорю там не шариатский суд или шариатский, даже с точки зрения ислама, если бы было бы дозволено работать в светском суде, гипотетически опять-то говорю, с точки зрения вообще общечеловеческих принципов, работать на оккупационную администрацию является недозволительным. Если сегодня украинцы, там, допустим, в оккупированном Крыму будут работать на оккупационную администрацию, то будет тот же судья будет уже по российским законам осудить, как только пройдет деоккупация, его привлекут к ответу, и он будет отвечать уже как предатель. Вот это, я думаю, пытаются люди донести. И неважно, это родственники наши или нет. Я ни в коем случае не хочу, чтобы ты там плохо говорил о своем отце и так далее. У меня родственники, ближайшие родственники, есть, которые работали ментами. И это предатели. Это самые, что ни на есть, предатели. Есть среди них люди, которых я любил всем своим сердцем. Некоторые из них уже не живы, уже мертвы, но я их до сих пор люблю всем своим сердцем, потому что они близкие мои родственники. Но они работали ментами. Они предатели. Как я могу еще к ним относиться? И я думаю, вот в чем вопрос. Попытка сказать, вот, что вот у меня тоже были родственники, которые там где-то помогали, были хорошими и так далее, и так далее, и так далее. Но сути не меняет. Я думаю, к этому все клонят. Я думаю, это хотят люди услышать. Даже не надо говорить слово предатель. Я осуждаю работу в суде.
судьей, там, неважно, будет это мой брат, сват, отец, мать, я сам, неважно, работать на на российскую администрацию в том же суде, это запрещено, нельзя. Я думаю, это просто люди хотят услышать, без каких-то углублений в каких-то детали и так далее, и так далее. Я опять-таки еще раз говорю, Абубакар, я тебя уверяю, абсолютно к тебе, как человеку, никакого нет. Ты мне даже симпатичен, чтобы ты не принимал это на личный счет, что вот я сейчас опять вошел в этот разговор и сделал такую ремарку. Сувялла. Бакар, жав плоята ислам, перед тем, как я зачитаю. Ну окей, да, Дересхил Ислам за такую оценку. По умолчанию, конечно, в генеральном смысле нельзя ни в коем случае оправдывать работу на оккупационный режим. Я тут просто хочу довести эту мысль до, так скажем, прям до исключающего конца, что в республике, несмотря на то, что там был этот оккупационный режим и со всеми сопоставляющими и последующими, он до Крыма наш и после этого особенно, когда начались эти повальные изменения, и когда вот в итоге в 2016 году заявили, что все, вообще абсолютно все органы находятся под Кадыровым. Вся эта история, она всегда была где-то зависимой, где-то независимой, где-то что-то можно было делать. То есть Кадыров диктатором, абсолютным диктатором становился не сразу же, не в первый же день. Там это постепенно происходило. И вот в этих условиях основная, не то чтобы основная, а некая такая идея, до сих пор это происходит, кстати говоря, до сих пор это происходит, когда люди идут в органы, они идут в органы не на работу на оккупационный режим, а на работу во благо своего народа. Действительно, это так. Они реально так считают и так думают. О том, что они хотят приносить пользу своему народу, они изнутри все изменят, они изнутри все исправят, они прекратят пытки, они все сделают. И они часто пользуются даже тем же примером Дудаева, когда говорят, вот он же был в системе, но потом он это все, как это он все использовал. Ну вот, и мотивации разные. Конечно, по умолчанию в генеральном этом смысле это плохо, но есть это мышление, когда тебе порождит вот просто по условиям ставят вот такие вот такие вот рамки, все. И ты в этих рамках пытаешься хоть что-нибудь сделать. И когда у тебя не удается, и ты сталкиваешься с этой проблемой, да, именно напрямую с властью, ты же не сдаешься тоже, ты сопротивляешься, из-за чего ты сталкиваешься с новыми проблемами тоже. То есть сказать, что ты окончательно продался, ну, тоже нельзя. Вместе с этим у тебя в голове была идея помогать тем, чьи права нарушаются. Там, да, есть абсолютный нарушитель прав, это там Кадыров и его банда, но есть и другие обычные, из того же обычного народа люди, которые тоже занимаются мошенничеством, кражей, убийствами, в том даже изнасилованиями. От них же тоже как-то надо защищать. То есть в заключение просто, да, по умолчанию это плохо, но реально есть люди, это как не только вот намерение какое бывает, они реально думают и хотят менять, быть на пользу не оккупационному режиму, не Кадырову, а людям в первую очередь. То есть эти люди, они, в принципе, тогда можно, с твоей точки зрения, можно их оправдать, да, что они там работают? То есть не называть их Там, предателями. не, там как, по-моему, даже в шариате идет история, если работая в таких условиях человек там пытался принести пользу и приносил пользу, и там есть ведь люди, которые сливают информацию из тех же органов. То есть, по-моему, если есть некое такое там деятельное раскаяние или А если не сливал, а просто работал, получал зарплату, вот как большинство это делают, в том числе мои родственники, я думаю, и твой отец, да, мои близкие родственники, я говорю, не просто там мягчой, там, а прям ближайшие мои родственники там работали. Ну, правда, в другом регионе, в Ингушетии, но все-таки предатели. Ну, тут смотри, чтобы сделать сразу такое вот заявление, ну, то есть прямо определить, дать оценку действиям, нужно все-таки понять, чем человек занимался и что он делал, какие у него были дела, дела имеется в виду не уголовные дела, а в целом в его деятельности какие были дела.
были ли ситуации, когда человек там помогал реально? Просто тот же ППСник, ну, то есть работает, да, с оружием, работает на оккупационный режим. Есть такие ППСники, которые вообще не пытают людей, но при этом, когда видят нарушение, действительно нарушение, какой-то человек нарушает чьё-то там, кого-то беспокоит, нападает или что-то происходит, он вмешивается и пытается защитить эту жертву. Да, ты прав, если сразу же скажешь: "А что, если это будет делать кадыровец?" Он будет также, ну, имеется в виду там именно плюс приближенный к Кадырову человек или какой-нибудь такой. Будет ли он так делать? Нет, не будет, потому что это уже выходит за рамки тех условий условных, да, о которых я говорю в рамках. Потому что это уже выходит за эти рамки. Потому что абсолютная власть, к сожалению, у этих людей, и эти люди ни в коем вообще не хотят меняться. Я с тобой соглашусь в том плане, что есть у нас люди, и, возможно, много из них реально идут туда работать не для того, чтобы пытать, не для того, чтобы убивать, не для того, чтобы там нарушать права людей, угнетать слабых. Я уверен в этом. Многие идут, чтобы чисто заработать, чтобы чисто поработать. И, возможно, среди них есть люди, которые искренне верят, что они могут что-то там изменить. Я здесь с тобой полностью согласен, но если мы, во-первых, не можем залезть ни в чье сердце, мы можем судить лишь только по внешним признакам. Внешний признак какой? Форма, присяга, оружие, полная атрибутика, которая его полностью связывает с оккупационным режимом, риторика у него такая же. И мы же не можем сейчас залезть ему в сердце. Поэтому в своей основе мы должны сказать, эти все люди предатели, это мы обязаны сказать, они все предатели. Возможно, из них кто-то не является предателем по намерению, но это известно лишь только Всевышнему. Для нас, для людей, которые не могут покопаться в их мозгах, там, в их сердце, для нас они в своей основе предатели. Это знаешь, как с людьми, которые погибают, допустим, умирают. Если человек неверующий, мы что говорим? В своей основе они все являются в аду, правильно? Потому что так говорит Всевышний. Если человек умирает неверующим, он в аду. Но Всевышний может простить этому человеку индивидуально. Мы уже в это не лезем. Мы просто говорим в аду. И здесь то же самое. Они в своей основе предатели. Есть ли среди них люди, которые прям очень хорошие, не знаю, котиков с деревьев спасают и так далее, и так далее? Конечно, наверняка есть. Но в своей основе мы должны сказать, что это плохо. Иначе мы открываем дверь для других. Вот сейчас нас послушают, и кто-то скажет, а вот Абу-Бакр Янгулбаев сказал, что если мнение, намерение хорошее, то в принципе я могу даже не называться предателем. Лучше бы я туда не шел, но если я пойду с таким намерением, это будет неплохо. И он пойдет поработать. Вот мы не должны Я не открывать богослов, им такие. поэтому не берите вот то, что это я сказал, как Поэтому за нельзя какую-то так говорить, основу. Барбас, Абу-Бакр. Я считаю, что нельзя. Мы не можем другим открывать двери для подобного. И именно это хотят люди услышать о наших родственниках, когда нас спрашивают, а вот у вас этот работал, там тот работал. Это запрещено, мы это порицаем. Все. И на этом разговор, я думаю, был бы закончен. Иштхум Дарсы, это такая ремарка, я все уже полностью закончу, больше мне добавить нечего. Я тебе тоже благодарен за адекватный ответ, за вообще твое Я тебе адекватное тоже за вопросы. поведение, что ты адекватно принимаешь критику. Это очень дорого стоит. Баркулхан, Бакр. Я все закончил. Ислам, Абу-Бакр, я позволю кляниться и напомнить всем нам тему сегодняшнего эфира. И я бы хотел, чтобы мы вот этой темы в дальнейшем придерживались. Шамиль хотел зачитать вопросы, тогда давайте дадим. У нас, я напомню, времени остается мало. Мы позвали Абу-Бакара на 2 часа потолок. Они вот только иссякли, только что. Тогда давайте, может, последние 2-3 вопроса
и на этом закончим. Тогда этот вопрос задам. Опять же, заранее предупреждаю, что никаких там... Этот вопрос нам прислали и очень просили его задать. И я надеюсь, что Абубакар отнесется с пониманием. Значит, вопрос гласит так. Минуту. Значит, вот. Первый. Как он видит будущее Чечни в составе России? В составе России или же свободной? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если свободной, то тогда как нужно поступать после деоккупации с людьми, которые напрямую работали на оккупационную систему? И там уточняется, значит, какие там категории. Опять же, Абубакар, я просто зачитываю, никаких там личных этих не должно быть обид. Это люди, которые участвовали в имплементации оккупационного режима и российских законов на территории ЧР, то есть Кадыровой, Демирхановой и федеральные судьи. Обязательно, вот так вопрос был задан. После этого вопроса, это последний вопрос по этой теме, и после этого вопроса мы больше не будем задавать вопросы по теме Абубакара, по теме его отца. Переходим на общую тему эфира, пожалуйста. Я насчет будущего Чечни, то есть отношусь так, что я родился в независимой Чечне, так я хочу умереть в независимой Чечне. Поэтому вижу ее будущее только свободным, хотя бы просто потому, что мы уже раз за разом исторически сталкивались с этой историей, когда нам предлагалась очень приятная, хорошая, комфортная прокламация, в которой были все условия, но в итоге ничего из этого не соблюдалось. И это все равно, что и опять соглашаться на новую прокламацию, это все равно, что прям не просто наступить на одни и те же грабли, а прыгать на этих граблях, на одних и тех же. Поэтому тут только так. Вопрос, связанный с привлечением к ответственности, то есть что вообще будет, да, с людьми, которые там занимались установлением оккупационного режима, то тут должен, как и в любом другом государстве, когда происходит деоккупация, есть, то есть работают временный, большой, прям огромный, целая комиссия, иначе это называется суд, который занимается изучением вопроса, расследованиями целыми, кто в чем как принимал участие, у кого какие грехи, и самое меньшее наказание за это люстрация. Тут, допустим, ты работал на какой-нибудь высокой должности, но при этом ты там права, то есть негативные, как сказать, фундаментальные права человека не нарушал, то ты подвергаешься люстрации. Собственно, кстати говоря, то же самое было и с нацистским режимом в Германии, когда в итоге просто огромное количество людей, которые там были, грубо говоря, нацистами, да, они сохранялись, работали и продолжали, и все было нормально, все окей. То есть проходит целый большой судебный процесс над всеми должностными лицами, и определяется степень их действий, тяжесть их преступлений, и в зависимости, взаимосвязи всех этих обстоятельств определяется соразмерное наказание. И это нормально. И я такую идею, которая из года в год, из века в век, в любом государстве, при любых изменениях проводилась, я это поддерживаю. Все, Бересова, Абубакар. Если у тебя время есть еще чуть-чуть, я вижу, два человека поднимают руки. Да, давай. Позволение я бы включил. Да, без вопросов. Тогда Марсианин. Я включил, да, Марсианин. Потом Даша. Ассаламу алейкум, Абубакар. Что я хотел спросить? Ислам, ты неоднократно говорил это в том эфире, если ислам это даже разрешает, но с точки зрения Бога, да, бусол бдинцан и муду, мекшну и дати, и цахаттер дерса. Дяшна и хачи дикхер. И шел на, если его отец, как предательство сан ему дала, то вот ваша фотография, хай шамиль, Польша, Адяхкан, и российский регион, значок хундутига, от солнца какие-то, и за мою как бы предательство. Кинни флаг ятига, какие-то это российского региона, и хаттер дарса. Марсианин, я надеюсь, тебе ответил на вопрос. Я опять же хочу напомнить,
что больше на эту тему вопросы тут, пожалуйста, не задавай, что ты задал. Если тебе ответят, кто же ислам в эфире есть, больше, пожалуйста, на эту тему вопросы не задавайте. Хорошо, вот те, которые руку подняли, которых мы включим. Вопрос, который был адресован мне в этой части, насколько мне известно, когда отец вообще перед тем, как еще даже становился судьей мирового участка, он, как это называется, не знаю, на русском, Тебе консультировался, вопросов нет, что ли. Абу-Бакр. Хаттар, да, Я просто закончу. Он на самом деле спрашивал, обсуждал и разговаривал с богословами, которые в Чечне на тот момент были. То есть, Не, то есть вот это я исламу организовал вопрос, задавал вопрос. Дело в том, что он говорит, если ислам даже, если шариат даже разрешает работать в суде, но с точки зрения это ненормально Бог, вот так говорить, это можно ли в исламе или нет? Понимаете, если ислам это разрешает, тогда эта вещь не обсуждается. Наплевать, демократы что скажут, коммунисты что скажут, это вопрос не тебе. Просто тебе одна вещь, то, что насчет Явлинского. В 99 году именно благодаря партии Яблоко 18 голосов они отдали в премьер-министра Путина. Именно благодаря партии Явлинского он стал премьер-министром. Чтобы ты в курсе. Окей. Я просто до этого видел, то есть смотрел, что он там какие-то митинги собирал, там 200-250 человек, и он вместе с Новодворской это делали, особенно в Первую войну. У меня из этого исходила больше оценка его действий. Не, Новодворская это гигант, это Исан Саватсигата. Остальное это фальш. Я думаю, я понял суть вопроса, то есть будет ли экстраполироваться деятельность на англоязычную аудиторию? Да, будет и обязательно должна быть, потому что часто так получается, что вот вся эта история, борьба, она захлебывается только лишь потому, что мы сами себя удерживаем в рамках русскоязычного поля, а в русскоязычном поле лучше русской пропаганды ничего нет, просто ничего. И необходимо доносить, когда ты, например, там, общаешься с немцами, англичанами, французами и говоришь о каких-то там проблемах, которые были, что это на самом деле не так или вот так. Они искренне удивляются, поэтому да, это нужно потихоньку переводить на английский язык. И вообще делать из этого не закрытую какую-то русскоязычную просто закупоренную деятельность, а расширять аудиторию. И будет хорошо, если будут другие ребята, блогеры, которые будут на арабском языке тоже распространять основные, то есть базисные основные идеи, что там дома в России взрывал Путин, а не чеченцы, да, то есть как велась вообще война, в чем была проблема, что мы вообще-то не террористы, мы просто, это был не терроризм, это была борьба за независимость и за свободу. И начали эту войну, начала эту войну Россия, она вторглась. То есть просто объясняя все, что происходит. И, конечно же, объективные новости из Чечни, а не вот эта вот кадыровщина. Если Даша получила ответ, тогда я включил Халиду в Шамиль. Я думаю, что на этом можно будет уже завершить, потому что время вышло за рамки обговоренного 2 часов, за что извиняемся перед Да, Бакаром. ничего, все нормально. Главное, чтобы был полезный. Есть возможность задать вопрос? Да, задавай. Наверное, это все-таки не вопрос будет. Я вот не знаю ни одной, вот там, как юристы его спрашивают, не знаю ни одной такой практики юридической у других государств, где бы измена по-другому трактовалась бы, если человек работал на одно государство, а потом, то есть, переходит работать в оккупационный режим и работает там самым главным, ключевым, системным человеком. Это судья, федеральный судья, является системным. Я выключил микрофон, поскольку эта тема была закрыта. Да, 3-й раз мы не будем повторять. Я тоже выключил, наверное, мы одновременно выключили. Еще раз просьба, вот последний человек тогда включу. Абубакар Янгулбаев является у нас правозащитником-юристом, он не является судьей.
Не сомневаемся, что он, возможно, имеет представление, как механизмы там работают, но тем не менее человек является правозащитником. Большая просьба держаться хотя бы максимально близко к заданной теме. Я это дополню. Если есть какие-то дополнительные вопросы по этому поводу, можно спокойно написать мне на бот обратной связи, я отвечу, стараюсь отвечать всем. Это как бы можно не обязательно тут, если как бы раз нет времени, но отдельно тоже в личных переписках обсудить тоже. Это не вопрос. Еще хотел бы небольшое дополнение делать, поскольку пока народ собрался, у нас гости бывают разные, в том числе у нас бывают гости с шариатским образованием. Ждем вас на соответствующих эфирах, где вы можете подобные вопросы тоже задавать. Это будет как бы более логично. Абу-Бакр, это вопрос, который немного меня интересует тоже по теме русских либералов. Вот мы в начале разговора ты говорил тоже про этого Навального, который сейчас в тюрьме, про его высказывания про Крым, про Грузию, мы все это знаем. Вот тебе видишь ли ты его вообще, если вообще произойдет смена власти в России, видишь ли ты его лидером России, и считаешь ли ты, что вот эти потрясения, которые с ним случились, изменили вообще его риторику, его, скажем так, личность? Он вполне может быть новым президентом России, но, скорее всего, не будет вообще. Почему он может быть? Просто потому что соответствует тому настроению, которое сегодня сильно развивается в России, а именно жизнененавистническое, шовинистское, ксенофобское. Собственно, на этом Навальный и приобрел свою первую публику. То есть он начинал... У кого-то включен этот микрофон, да? Ладно, он начинал свою вообще политическую карьеру с того, что объединил вокруг себя откровенных нацистов, ходил на русские марши, плотно кидал зиги и говорил, что на русских маршах собираются очень хорошие, приятные, интеллигентные люди. Никак насчет этого не раскаялся. Он, конечно, не должен сидеть в тюрьме за свою деятельность вот эту вот. Ну, имеется в виду там, по борьбе с коррупцией и так далее. То, что он сейчас находится в тюрьме, это неправильно, это неверно. Но как политик он должен нести репутационный вред, однако он его не понесет тоже. Просто потому что люди... Он тоже очень хорошо знает своих людей. Тех, кто... Свой электорат. Он его очень хорошо знает. Так, а второй вопрос был... Я уже забыл. О том, что вообще изменился ли он, его риторика изменилась вот из-за этих всех Вот, точно. То насчет изменения его риторики абсолютно ничего не понятно. Совершенно. Никак. То есть сколько бы я не просил, там, не писал там, общие вопросы, которые совершенно понятно, кому они адресовываются. Я даже уже лично для него записал видео, опубликовал. Это все до них дошло, но они игнорируют тему Чечни, тему русских маршей, тему шовинизма, тему расизма в стране, то, что развивалось самим же Навальным. Просто всех этих нацистов у него Путин забрал, когда сделал Крым наш. Все, он просто он остался с школьниками и студентами. И вот, и с ними что-то пытался шатать. И в итоге понял, что раз у него нет никаких нацистов, с которыми он может поменять власть, он сделает фонд борьбы с коррупцией. А потом уже, набрав очки на этом фонде, решил баллотироваться в 2018 году в президенты. И так у него началась политическая карьера. При этом все оппозиционеры, которые реальные оппозиционеры, в том числе Новодворская, в том числе Явлинский, которые там в теме очень давно, все его называли популистом, и все говорили, что вместо того, чтобы бороться с коррупцией, необходимо бороться с расизмом, а не развивать его. Все понял, я и небольшой даже вопрос. Твое мнение о Кургане вообще, о его вообще перспективах? Наверное, ты тоже в курсе этой темы. Меня немного интересовала эта тема, его персона. Спасибо. Маса. До завершения эфира скажу Абу-Бакару и исламу, мысли ислама.
нас в четверг тоже намечен эфир, вообще по четвергам, и суббота у нас 8 вечера по европейскому времени бывают эфиры. Будет гость эфир Айсин. Если у вас будет желание и возможность, будем рады, если вы примете участие. Ну, уже не в качестве гостя, но тем не менее. Я думаю, что деятельностью Айсина, возможно, вы, скорее всего, знакомы. Хотел такое небольшое заявление сделать, пока вы не ушли. Абубакару большое спасибо за то, что пришел. И, в принципе, объективно и честно дал ответы. Дерес Хол Абубакар Варна. Масан хыл дәрес, шуны хыл дәрес ашра 5 бол балган. Масари адикул. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи та'аля ва баракату.